Ассаламу алейкум, курметті дзюдо сүйер қауым. Мы находимся сегодня в городе Ташкенте, и сейчас мы приехали на базу дзюдоистов школы дзюдо имени Шафраддина Болтобоева. Этот дзюдоист прекрасно знаком многим болельщикам, двукратный участник Олимпийских игр в Токио, был 5-м, в Париже 7-м. Помимо участия на Олимпийских играх за плечами Болтобоева, победа на Гран-при в Астане в 2024 году. Шарафаддин великолепно выступил на астанинском татами весовой категории до 81 килограммов и оставил яркие о себе впечатления. Также любители дзюдо могут помнить Шарафаддина по выступлениям на континентальных первенствах, где за его плечами немало наград, в том числе и 2 финала. И сейчас мы постараемся побеседовать с самим Шарафаддином и попросить, чтобы он поделился с подрастающим поколением своим видением развития дзюдо, рассказал о своих достижениях и дал мотивацию молодым мастерам татами. Ассаламу алейкум. Салам алейкум. Алейкум ассалям. Как вы? Вот, друзья, мы находимся в самом центре дзюдо имени Шарафаддина Болтобоева. Человек отдал более 25 лет его величеству дзюдо. Сегодня сам является наставником. После Олимпийских игр в Париже Шарафаддин повесил кимоно на гвоздь, но тем не менее дзюдо оставил при себе наверняка на всю жизнь. Сейчас передает опыт молодому поколению. Узбекские дзюдоисты, мы сами знаем, что сегодня являются грозной силой не только на континенте, но и в мире. Благодаря вот таким вот мастерам татами, которые сами в бытность спортсменами занимались. И мы знаем Армена Багдасарова, мы знаем Решода Сабирова, мы знаем очень много имен, прославлявших честь Узбекистана на самых крупных состязаниях, оставивших яркий след в летописи узбекистанского дзюдо. Сегодня вот они делятся опытом с молодыми дзюдоистами. И буквально сейчас мы поговорим с Шарафаддином о его славной карьере, о том, что его привело в дзюдо и что его мотивирует, чтобы передавать опыт молодому поколению. Достар, вот мы и в самой школе имени Шарафаддина Болтобоева. Человек, который посвятил свою жизнь спорту, прошел огромный путь от районных состязаний до соревнований Олимпийских игр, завоевал множество наград в составе сборной Узбекистана, прославлял свою страну на самых разных стартах. Шарафаддин Мурза, ассаламу алейкум. Очень рады быть гостями в вашем зале. Расскажите о зале, как пришла идея открыть данную школу и почему выбрали тренерский путь. Спасибо большое. Мы тоже очень рад с приездом вас. Я уже занимаюсь спортом 25 лет больше. И как нас говорится, вот не могу бросать спорт. Я бросал спорт, а спорт меня не бросал. Поэтому подумал много раз. И надо было меня открыть зал, чтобы душа кайфовал. Что я учился вот 25 лет, что я хотел научить молодым поколением, делиться мою хотя бы что-то им характер или какой-то техника. Это я решил после Олимпийских игр. Друзья, мы напомним, что Шарафаддин Болтобоев является участником чемпионата мира 2015 года в Астане. Победил в 3 схватках и в последующей встрече уступил в упорном противостоянии представителю Японии. Шарафаддин, давайте вот вспомним, вам тогда 19 лет, чемпионат мира в Астане. И
Насколько для вас это было волнительно, насколько вы себя чувствовали именно в функциональном отношении, насколько вы были готовы биться за медали? Мы к соревнованию отлично подготовились с своим тренером Кимаевым Раскандаровичем, и тогда был главным тренером сборной Узбекистана Андрей Анатольевич Трубабин. Я был в начало 15 году, двух соревнований, был призером, потом меня выбрали на чемпионат мира сразу. И у меня чуть был все равно шок. Мандараж, конечно, там взрослый выступает, чемпионат мира, сразу немножко все равно свою дает мандараж и, как говорится, не знаю. Волнение. Волнение, да. Потом начал готовиться. Я на чемпионат Азии тогда по мужикам тех ребята выиграл, они были уже действующий призер мира. Потом тренера выбрали меня и верили, конечно. Поехали, поборолся в Астане. Первую схватку такой был немножко, как говорит, волнение, мандараж. Вышел на татами, все равно немножко не чувствую себя как комфорт. Потом еще, тогда я думаю, был молодой, потому что так бывает, оказывается. Я сейчас уже чувствую это. Ну, прошли 3 схватки, но потом японцу проиграл. Был тогда доволен, чтобы тогда со мной еще один был 73. Он был уже опытный, немножко старше. Он проиграл первую встречу. Я там 4 встречи боролся, поэтому я был очень довольный, счастлив был этот день. Шарафоддин, Астана для вас является знаковым городом. Вот на чемпионате мира в 19 лет вы победили в 3 схватках на таком крупном соревновании. И затем в 2024 году на Гранд-слэм был так. Гранд-слэм. Да. Вот вспомните вот те чувства, когда вы одолели сильных соперников, когда вот полный зал трибун, астанинские болельщики. Вот что оставилось в памяти у вас? Ну, Казахстан, Астана именно у нас знакомое место, конечно. Соседняя страна, братская страна, поэтому чувствуем как дома, конечно. И чемпионат тогда 19 лет был у меня на чемпионате мира, тоже поддерживали публикации там, зрители. Я тогда тоже был кайфовал. В 2024 году перед Олимпиадой надо было взять золото. Потому если я возьму золото, тогда участвую на Олимпиаду. Рейтинг. Зайду в рейтинг. Сильных 8. Я должен все выкладывать туда. Там я боролся. Отличный соперник, сильный был первый встречи, тоже неплохой попали на такой титульный дзюдоист из Германии. Вот олимпийский чемпионом боролся, японцем боролся. Да. Я чувствовал себя комфортно, зрители меня так поддерживали. После соревнования тоже до нашего гостиницы тоже зрители приехали, чтобы фоткаться, что-то говорить. Ну, было очень приятно. Боролся, этот день отдыхал, утром поели бешбармак и уехали домой. Шарафоддин, насколько часто вам приходилось соперничать с казахстанскими соперниками на чемпионатах Азии, на гран-при, гранд-слэмах? Вот, можете рассказать о соперничестве с казахстанскими дзюдоистами? Я много раз боролся с Хамза Дидаром, он мой лучший друг. Я очень уважаю его отца тоже уважаю. Много раз мы попались на соревнования. Ну, на татами мы соперники, за ковер мы были друзья. Сейчас мы тоже хорошие отношения всегда. Это еще Джуман Назаром тоже хорошие отношения. Я ему после Олимпиады тоже сказал, чтобы у тебя есть хороший потенциал, ты должен немножко пахать еще, тебе придется обязательно стать чемпионом. Ты сам
ты должен сам верить в это. У него такие еще были ребята, пару раз поборолись. Это соревнования же, дзюдо, популярный вид спорта. Часто бывает, чтобы бороться с братьями тоже. Шарафуддин, история узбекистанского дзюдо имеет много славных страниц. Это, одним из таких знаковых дзюдоистов, который действительно оставил большой след, является Решот Сабиров. И вы выступали в одно время, тогда он уже был старожил команды, а вы молодой дзюдоист на тот момент. Какая поддержка была от него и от других ветеранов уже именитых? Могли бы на примере Решода рассказать о взаимоотношениях тех времен? Решот Сабиров тогда был в 16 году он закончил. Мы вместе ходили с ним 2 года. Это ребята, это поколение отлично боролись. Вот тогда был 7-5 звезда дзюдо из Узбекистана. Они Рамзиддин Саидов сейчас международный судьям работают. Это братья нам много научили, даже как ходить за границей. И именно Решот Сабиров нам научил даже после весогонка, как восстановиться и как надо бороться, какими планами, как японцами боролся. Мы знаем, что таки никогда не пропустил японцев, чтобы заходить ему спина, и он никогда не давал им, говорим, отворот, никогда он не давал, и это нам научил он сам. И был у нас это отличная поддержка, как говорим. Мы вместе выступили, тогда только мальчики был, только команды соревнования. Мы на Азии были вторым, тогда после Решот Сабирова я должен был выходить. Он 66 боролся, я 73 боролся. И он выиграл он первый вышел и выиграл всех. И тогда он, когда уходит, и я зайду на ковер, он меня смотрит и говорит: давай соберись, ты можешь делать. Вот это, когда слушаешь легенду дзюдо, это очень приятно и очень большая поддержка. Шарафуддин, все-таки психологический барьер в спорте это играет такое большое значение, да, немаловажное. Насколько сложно было бороться именно с точки зрения психологии с представителями Японии, родоначальниками этого вида спорта? Или тебе было без разницы? Все равно тяжело бороться с ними психологически тоже. Вы правильно говорите, сейчас японцы самая лучшая страна в дзюдо. С ними должен настраиваться полностью 100%, потому что входит тебя самый большой конкурент в мире дзюдо. Если выигрываешь, очень, как говорится, сколько ты трудился, отдача, да, это отдача. Тяжело попасть в первый, если попадешь в первую схватку японцами, надо уже там сзади нету дорога, только вперед. С ними, как мы в Средней Азии боремся, только близкие контакты, близкие борьба, а так с ними другой вариант нету. Так настраивались, тренера тоже помогли, и у нас работал это психолог, сказали, психологически поддерживали. И начал японцами, сначала немножко тяжело было, если прошел 2-3 минуты, уже без разницы. Приходила уверенность. Да, уже уверенность пройдет, значит, уже боролся, некоторые минуты, уже можно бороться до конца. Такой был. Вы участник 2 Олимпийских игр и 2 раза были близки к медали. Сегодня уже, когда прошло время, когда уже могли провести анализ, самоанализ, да, уже в этом разобраться,
все-таки, что думаете, почему не удалось? Почему 5-7 место – это очень высокое достижение? Но один шаг не хватило до медали. Что вот в итоге не хватило? Много, конечно, анализ у меня в голове до сих пор я думаю Олимпиаду, потому что, как говорится, очень близко был на медаль, был в форме, все был, год олимпийский год я был очень в форме, все как был в книге, я это все делал, дисциплина, тренировка, никогда не сачковал, все делал, от семьи тоже далеко держал себя, если это надо, на олимпийские медали меня все делал, ну, не знаю, я и мусульманин, все равно думаю, все от Аллаха, конечно. Бюрмадма? Да, от Аллаха. Но был где-то, я сам знаю, мое мнение, короче, я был где-то, не знаю, пропустил, наверное, что-то, значит, это произошло. Ну, Олимпиада такой, соревнование, как говорит, это лотерея. Это день. Все действующие чемпион мира и рейтинг кто первый, без разницы. Вот один уровень стоит. Это один, кого вот дух и моральный и психологически готов будет. Это один он обязательно медалем вернуться к гостиницу. Шарафуддин, давайте вернемся сейчас в Париж. Творит историю, приносит золотые медали и Казахстану, и Узбекистану. Диора Калдиорова выигрывает в самой легкой весовой категории среди женщин. Елдос Сметов выигрывает в самой легкой весовой категории среди мужчин. И это просто снесло в буквальном смысле голову и узбекским болельщикам, и казахским. Насколько вот это вот их успехи могли повлиять на исход поединка вот других представителей, как в казахстанских борцов, так и узбекистанских? Ну, было, конечно, очень приятно увидеть свою место, которое одна страна, земляка, конечно. Я тогда, когда Елдос Сметов боролся, я был в госпитале. У меня был грыжа, я тогда был на лечении был. Елдос боролся, выиграл Сметов, потом я возвращался в городок, я просто увидел это на телефоне. Вот, отлично, молодцы, он выиграл, чемпион, конечно. Если я только думал, он вот так пришел. На встречу? Да, нет, он возвращается после церемонии на Олимпийский городок. И я на телефоне смотрю, он вот идет. Я стал сразу, салам алейкум, брат, молодцы, поздравляю, отлично, я очень рад, конечно. Он меня вот так медаль дает, держи, говорит, еще 3 дня, после 3 дня твою борьбу, ты тоже можешь, говорить, да? Я знаю свою, как говорит, возможность. У меня тогда было не такое состояние, я 2 недели болел, в больнице лежал, я не могу даже бороться, ему, не могу, это сказать. Я сказал, да, иншаллах, я могу, все. Он как верит и говорит, да. Ну, и потом ребята собирались, сфоткались с ним, я тоже фоткался, уехал, да. Второй день потом Диора завоевала золотой медаль. Смотреть, видели, все возможно, да. Олимпиада тоже возможно выиграть. Только я сказал, как лотерея. Это день моральный и психологически ты будешь готов, любое место можешь взять. Ну, а вот эта встреча с Ельдосом, значит, до этого у вас были такие хорошие, дружеские, прекрасные отношения, да? Да, мы Казахстан и Узбекистан же всегда вместе поддерживаем друг друга. Вот где-то командные соревнования последние дня, кто-то уходит или финал, или за тройку, мы поддерживаем, болеем, даже научим, как бороться. Они тоже, мы тоже, братская страна, мы любим и уважаем. Спасибо, мы отвечаем взаимностью, мы очень сопереживаем братскому узбекскому народу и в трудные моменты радуемся, когда радуетесь вы. Выход сборной Узбекистана на чемпионат мира, 5 золотых медалей.
на Олимпийских играх в боксе, другие золотые награды, это, конечно же, придает сил не только представителям Узбекистана, но и нам, казахстанцам, есть повод гордиться, есть повод на кого равняться, и потом себя ругать. Смотрите, узбеки молодцы, давай тоже расти. Да, да. Да, правильно. Человек должен так думать, потому что если работаешь, пахаешь, это обязательно доедешь до успеха, да. Надо не смотреть никуда. У тебя есть дорога пройти правильные пути, ты должен смотреть до конца. Да, тем более вот недавно был визит в Узбекистан президента Казахстана, и Касым-Жомарт Токаев сказал: мы не конкуренты, Да. мы братья, мы соседи, у нас одна общая история. Казахстан и Узбекистан отнюдь не соперники и даже не конкуренты, а стратегические партнеры, надежные союзники, вместе идущие по пути прогресса и развития. Наши народы – истинные братья, близкие друзья, проявляющие искреннее уважение друг к другу. Но на спортивном площадке, на татами невозможно не конкурировать. Поэтому здесь должен оставаться спорт. А вне татами мы же должны уже дружить, общаться. Да, да, это обязательно. Это обязательно. Наша религия тоже так же. Да, именно мы дзюдоисты думаем как брат. Мы никогда даже... Я сам не видел какой-то, например, казахами на схватке или где-то подрались, или немножко конфликт. Я сам не видел никогда. Вот 13 лет сборной команды боролся, такого не было. Да, когда поехали в Казахстан на сбор, они нас принимали, ходили, покушали. Они когда приехали, мы также делали. И до сих пор это идет. Шарафуддин, вот на момент Олимпийских игр вы уже были довольно возрастной, опытный спортсмен, но пример Ельдоса Сметова не дал повод, чтобы остаться и в Лос-Анджелесе еще выступить. Меня даже родители тоже были против бросать дзюдо. Семья меня была против. Я чувствую свой... У меня был плюс, я чувствую свой организм. Я отлично чувствую. Я уже 25 лет на спорте, уже, как говорит, тяжело держать. Дисциплина тяжело держать. Всему свое Люди время. говорят, легко, вы наградили вас, машину подарили, это. На самом деле, вот сколько годами мы тренируемся. Мы тоже, как дискотека, клубе не поедем. Некоторые близкие свадьбы можем поехать до 10. Возвращаемся многих дней рождения не поедем. Тренируют тогда, как кто сейчас на сборник, у них действительно, тренируется, кушает, тренируется, отдыхает, все. Строгий режим. Да, это круглосуточный, годами вот так идет. Тяжело. Потом я думал, до Олимпиады в Париже у меня был уже головой смысл, чтобы после Парижа мне надо завершить это. Уже все. Я могу дальше терпеть, потому что уже немножко устал. Шарафуддин, вот вы являетесь кадровым офицером, лейтенантом МВД. У вас была возможность после окончания карьеры пойти на административную должность, но все-таки вы выбрали другой путь, тренерскую стезю. Расскажите об этом подробнее. Я в 2020 году поступил на МВД, потом ездил на соревнования, так ходил, и после Парижа поехал полностью работать там, каждый день, с утра до вечера. И 7 месяцев там работал, честно говоря, вот душа не кайфовал, да. Тянул спорт, именно дзюдо. Где-то в интернете видел, ребята куда-то уезжают и борются.
хотел, да, немножко был возвращаться, ну не так сильно. И вот, немножко возвращался после работы, тоже немножко время удивил, поборолся, приехал на схватку, уже не чувствую как комфорт, как не в форме, да, уже много тренировок не тренировался. И потом я думал, много раз думал, чтобы меня надо возвращаться, что сколько лет я научил, от сколько тренеров. Вот Ильядис был, Андрей Анатольевич был, Фархот Тураев был, Армий Юрьевич, со всеми, что научил, вот легенда Рушад Собир. И это молодым поколением надо меня научить. И приехал после МВД, я 2 дня дома лежал, без работы, ничего делать нету. Лежу дома, так скучно, не могу даже сидеть. Потом приехал на школу, открыть зал вот вместе с партнером. Он тоже мне много совет дал, давай начали набирать учеников, начали тренироваться уже почти 2 месяца. Вот каждый день с утра до вечера здесь, да, кайфую, вот ребята выступают, вот недавно один наш ученик завоевал 3-е место, у него 18 лет, до 23 чемпионата Узбекистана 3-м стал. Вот кайфовал, ну, всю ночь не спал, как будто я первый раз в республике выиграл, 3 дня не спал. 3 дня не спал, потому что я вот думаю, если я сейчас устану, это будет сон. Вот сейчас ученик наш завоевал 3-е место, также 1 день не спал, да, я вот лежу, кайфую, вот это моя дорога, это вот я сколько мы научили, мы вот это уже знаем, да, кто как борется, как надо тренировать, уже немножко у нас видно, да, поэтому выбрал все равно дзюдо и свою тренерскую карьеру. Очень нелегко быть тренером на самом деле. Как говорят сами тренеры, тренерская работа – это самое сложное. Но в то же время здесь очень много тонкостей, нюансов. Вот вы с ребятами, для вас что важнее? Техника, тактическая подготовка, психологическая, или вы все это в купе совмещаете? Но тем не менее, вот для вас приоритеты какие расставляете? Ну, этап на этап должен научить делать все этап на этап. Обязательно все надо вместе, потому что это дзюдо такой вид спорта, это профессиональный вид спорта. Нету здесь любительский, поэтому должен этап на этап все подготовить психологически, тактически, моральный, физически, все должен совмещенно, чтобы готовить телу спортсменов. Тяжело тренерам тоже тяжело, очень тяжело. Сейчас чувствую, потому что раньше я, почему МВД пошел, у меня был мысль в голове, раньше только за себя отвечал. А сейчас вот сколько у меня есть учеников, совсем должен отвечать. Завтра у них жизнь как получается? Если мы сейчас неправильно немножко воспитаем, у них жизнь уже все портим, и человека жизнь. Это я много раз думал, потом пошел, тяжело тренерский род, МВД поехал. А там тоже работал, все хорошо было. Потом еще меня там, когда я МВД поехал, молодые поколения звонят, ты где, зачем нам не помогаешь, это обидится, ты должен с нами ходить. Это вот молодые поколения сейчас сборной команды тренируются, это ребята тоже. Много раз меня позвонили, тебя вернуться, зачем там ходить. После работы тоже вот 11-12 часов ночи звонит, где ты? Давай после работы выходи, посидим, поговорим, надо поговорить. И они меня тут много раз оттянули, да. Но это мотивация для вас, наверное, была. Да. Ну, потом тренерская работа, вот, кому душевный подходишь, чему? Я думаю, легко. Чем-то просто так смотришь, нам тяжело, я думаю.
Мы вот с партнерами каждый день думаем новое что-то, чтобы ребятам помогли. Сейчас вот готовится на соревнования, очень важные соревнования. Мы каждый день выкладываем время сюда, этим ребятам. Шарафуддин, сегодня в Узбекистане очень стремительно развиваются многие виды спорта. И единоборство, и футбол, и фехтование. Вот на ваш взгляд, что самый двигатель этого всего? Внимание, конечно, от руководства. У нас тоже сейчас вот дзюдо Азиз Камилов Якубчанович, он приехал в 2019 году, мы были тогда молодые, с ними мы выросли. Потом он позвал Ильядису. Сейчас вот Азиз Якубчанович Камилов, все он болезнен этого спорта, я думаю. Он все время выкладывает, смотрит, поедет, сидит, кричит ребятам, орет, вот надо работать. После Олимпиады нас тоже говорил, вашей жизни мы думаем, завтра что будете? Работать, это ваш как хлеб. Найдете свой хлеб, и чтобы побольше, чтобы жизнь у вас не пошел задом, чтобы не поехали никуда работать здесь, в Узбекистане. Это такое руководство, конечно, внимание так обращается. Я думаю, со всеми странами, если такое руководство, все равно поедет спорт высший уровень. Вот, например, исторически много раз, сейчас каждый день исторически со всеми спорты. Вид спорта, вот футбол, например, очень сейчас на мир попали, это тоже нелегко. Очень, сколько лет наш народ ждали, как говорится, нервничали и негативно смотрели. Сейчас все активно вот знают, любят, говорит спасибо. Это ребятам тоже молодцы, сделали свою работу отличный, высший уровень. Я тоже смотрел, я тоже начал смотреть футбол. Я люблю футбол играть, я не люблю смотреть. Вот, кто играет, вот титульные клубы, это не смотрю. Ну, начал вот наш сборник уже начал смотрю. Вот такие успехи они популяризируют, да, и, наверное, после Диоры Калдиоровой очень много наплыв пошел в дзюдо. После успеха Джалолова, Хасанбаева, Дусматова в бокс пошли ребята. После футбола сейчас успеха, сейчас узбекские мальчишки, девчонки в футбол идут. То есть вот такие успехи, они придают огромный импульс популяризации. Да. Да, сейчас это очень правильно. Детям должен заниматься спортом. Сейчас на улице не такие же. Я сам вот без родителей приехал в 2008 году на интернат. У меня дом далеко 1200 километров. Без родителей, без ничего. И постоянно связывали телефоном, родители не смотрели, да. Мы выросли. Тогда был хороший, старшие дали нам правильные понятия. А сейчас на улице не такие же, сейчас тяжело. Поэтому должен родителям, хочу сказать, держать в спорте детям. Обязательно должен в спорте. Чтобы учился, после учебы, конечно, надо 2 часа, 3 часа заниматься спортом. Это дает, им помогает воспитать ребят, свои дети, правильные пути, да? Чтобы завтра ни наркоманом, ни алкашем не будет, дай бог. Все будет нормально. И будет здоровый. Шарафуддин, большое спасибо. И такое к вам пожелание, что бы вы сказали поклонникам спорта Казахстана и Узбекистана, от заслуженного мастера спорта, от человека, который прошел спорт изнутри. В 4 годика пошел Шарафуддин на секцию дзюдо, занимался в те годы и самбо, и курашем, но дорос до участника Олимпийских игр. Хотелось бы услышать от вас, именно любителям спорта, пожелания. Хочу пожелать и нашим странам, и братским странам тоже, спортсменов, удачи, чтобы показали высший уровень спорта. И наши братские отношения никогда не испортили, ребята. Вот хочу спортсменов тоже обращаться. Уважайте брата, братские народа. Аминь. Да, все.
спорт это времени. Потом будем жить до конца же. Если есть еще время, должен ходить, отличные отношения. Поэтому всем удачи хочу делать, что свое дело до конца, до высшего уровня, чтобы завтра не пожалели, чтобы жили, от душе кайфовали. Да. Удачи всем, делайте тренировку во время с дисциплиной, все, как книга написано, так делать должен. Спасибо большое, уважаемые друзья. Хотел бы напомнить, что с нами сейчас был Шарафуддин Балтабоев, человек, который посвятил свою жизнь спорту, в частности дзюдо, не смог добиться олимпийской медали, но мы от всей души желаем вам Спасибо. вкусить этот вкус уже в качестве наставника, чтобы ваши воспитанники прошли этот путь и завоевали для Узбекистана олимпийские награды. Напомним, друзья, вы были на YouTube-канале Кендала ТВ, а в эфире с нами был человек, прославлявший Узбекистан на мировой арене, известный дзюдоист Шарафуддин Балтабоев.